Продажа недвижимости на территории Абхазии, добыча нефти, криптовалюта, контрабанда с Грузии, наркотики с России. Все эти вопросы, которые волнуют нашу республику. Национальная безопасность. Тема нового выпуска программы «Амчер». На все эти вопросы ответит секретарь Совета безопасности Сергей Шамба. Здравствуйте, Сергей Миронович. Спасибо большое, что нашли время для абхазского телевидения. Наверное, хочется отметить, что за вашими плечами колоссальный политический опыт. И на эту должность вы назначены относительно недавно, это буквально даже полгода еще не прошло, в июле месяце прошлого года. Сегодня вы можете сказать о том, что есть какие-то внутренние или внешние угрозы Абхазии, именно по безопасности? Угроза не всегда существует, особенно для такого государства молодого, небольшого. Нужно всегда реально оценивать свои возможности. Понятно, что у Абхазии, да и как у любого маленького государства, небольшого, нет таких возможностей для того, чтобы обезопасить себя от внешних угроз эффективно. Поэтому здесь нужно выстраивать правильную внешнюю политику для того, чтобы строить необходимые союзы. И нам удалось после войны сделать это. И у нас сейчас есть надежный союзник Российская Федерация, член Совета Безопасности ООН постоянный, ядерная держава, одна из крупнейших стран в мире. И это дает нам хорошие возможности для внутреннего развития. У нас угроза войны, которая существовала все годы до признания Российской Федерации нашей независимости в 2008 году, у нас постоянно была угроза со стороны Грузии. Главное опасение общества было связано с новой агрессией, которая могла произойти со стороны Грузии. В последнее время, после того, как к нами были подписаны целый ряд договоров с Российской Федерацией, в том числе о союзничестве и в области экономики, и в военной области, и в различных других областях, у нас появилась возможность сосредоточиться на внутренних своих проблемах, потому что угроза войны, она отступила в общественном сознании на задний план, далеко не на передний план. Поэтому эта угроза сейчас в меньшей степени беспокоит общество, но мы все равно должны ответственно относиться к той ситуации, которая происходит в регионе, о том, что происходит вообще в мире. А мы живем в эпоху серьезных перемен, и переустройство мировой системы происходит на наших глазах. Мы живем в эту неспокойную эпоху, потому что всегда, когда происходили такие глобальные потрясения в мире, переустройство мировой системы, всегда это приводило к серьезным потрясениям, к мировым войнам и прочее. И сейчас, как никогда, часто говорят о том, что возможна глобальная война и так далее, но будем надеяться, что этого не произойдет, будем оптимистами, потому что мы знаем, что есть факторы сдерживания больших войн после 1945 года, после того, как возникла ядерная мощь не только у Соединенных Штатов Америки, у России, сложился баланс сил, и это дает надежду на том, что все-таки здравый смысл, который до сих пор еще поддерживал мировой порядок, он будет и в дальнейшем тоже существовать. Наша задача сосредоточиться на внутренних угрозах в первую очередь. Внутренние угрозы у нас, несомненно, существуют, об этом мы тоже можем поговорить с вами. По вашему мнению, сегодня внутренние угрозы – это что? Вы знаете, внутренние угрозы, надо сказать, что в период выборной кампании кандидат в президенты Аслан Георгиевич Бжани определил как главную задачу в своей программе, как борьбу с криминалом, установление правопорядка в стране. И это правильная задача, потому что без того, чтобы сейчас с этой внутренней угрозой мы
справились, невозможно ожидать и экономического какого-то прорыва без того, чтобы взять под контроль систему правоохранительную и криминал, невозможно ожидать, что будут инвестиции. Без инвестиций невозможно развитие никакой страны, даже крупные державы, они все пользуются иностранными инвестициями. И в первую очередь наше экономическое развитие может быть зависимо как раз в первую очередь от вот этих капиталовложений, от инвестиций. Ну, наша задача – это, несомненно, развитие. Это наша цель. И вот сейчас, после того, как сформировалась новая власть, вот наши задачи как раз сосредоточены на том, чтобы изменить систему правоохранительную. Вот целый ряд документов, которые мы подготовили за последнее время, которые касаются реформирования правоохранительной системы. Здесь, конечно, необходимо будет вносить и поправки к законодательству, уголовно-процессуальный кодекс, другие законы. Но факт, что мы все это время работали над тем, чтобы подготовить базу для того, чтобы менять эту систему. Была создана рабочая группа, которую я возглавляю по поручению президента, которая должна заниматься реформированием правоохранительной системы. Как я уже сказал, мы уже неоднократно встречались, у нас есть наработки в этом плане. Нужны, конечно, серьезные изменения в стране. У нас хорошая конституция, она в свое время была принята, но время идет, и любое законодательство и конституция, в первую очередь, они всегда требуют в процессе времени поправок, потому что время не стоит на месте, обстоятельства меняются внешние. И понимая то, что нужна серьезная реконструкция, реорганизация всей системы, и политической, и правоохранительной, и экономической, вот в этом направлении сейчас работают органы власти. Вот. Что касается конституционных изменений, создана комиссия конституционная, как вы знаете, которую возглавляет Нателла Нурина Акаба. У них тоже несколько уже заседаний было. Дело в том, что да, и в обществе есть недовольство, потому что люди пока не видят результата. Но результат не может появиться так сразу. Прежде чем приступить к действию, нужно подготовить законодательную базу, над которой мы сейчас работаем. И потом эта пандемия, которая сейчас вот бушует во всем мире, она ясно как коснулась нас, очень так жестко все это происходит. Она тоже мешает нашей работе. То один, то другой, то сразу многие люди, которые задействованы в процессе, болеют, и это все тормозит работу. Это, конечно, мешает нам быстрее действовать. Многие факторы сейчас свалились одновременно, ну, не только на нас, и на весь мир, и экономика страдает везде, мы видим. Ну, то же самое и у нас происходит. Вот эта пандемия, которая нас коснулась, она привела к тому, что вот закрыты рестораны, там сфера обслуживания, на которой у нас основная вообще деятельность экономическая, на чем строится. Люди без работы остались. Это все, значит, страна без поступления налогов осталась. Это все влияет. И энергетический кризис, который у нас сейчас обострился, хотя это понятно, что не сегодня он возник, это накопившиеся проблемы, потому что наша система энергетическая, она давно изношена, и она требует постоянного ремонта. Вот то, что у нас вот постоянно какие-то отключения бывают аварийные, особенно это происходит в зимнее время, это связано с тем, что увеличиваются нагрузки из-за того, что там люди отопление включают и прочее, и начинает рушиться система. То там авария, то тут авария. Здесь я хочу сказать, что очень многие люди
недовольство высказывают деятельностью наших энергетиков. Я считаю, что мы им должны спасибо сказать, потому что люди бывают сутками, ночью, в любое время их поднимают, они ищут в сложных условиях, порой бывает это, где произошла авария, чинят, ремонтные работы производят для того, чтобы людям дать электроэнергию. Это все, конечно, тоже связано, качество нашего энергоснабжения связано и с ценой, которая у нас существует. Ну, такой цены, ну, я не знаю, на постсоветском пространстве, мне кажется, ни в одной страны нету, вот как у нас. Это тоже сказывается. Ну, и ответственность людей тоже соответствующая, слабая. Не платят, многие люди вообще не платят за электроэнергию. Нет культуры вообще расходования электроэнергии, как вообще и других наших ресурсов, воды и прочее, когда ну, люди не относятся к этому экономно. Вот, ну, это все уже надо понимать, и должна быть соответствующая культура тоже в обществе. Ну и, конечно, это уже очевидно для всех, что осложнилась ситуация в последнее время, особенно в связи с деятельностью майнеров. Да. Эта деятельность запрещена. Когда говорят представители Черноморэнерго о том, что не имеют права этой деятельностью заниматься люди, которые не получили разрешения, то многие в обществе не понимают, о чем речь. Они так понимают, что кому-то разрешено. Дело в том, что никому не было разрешено. На сегодняшний день все те, кто занимается этой деятельностью, занимаются без лицензии. Вот как сложилась вот эта ситуация? Просто вы не первый человек, который мне дает такую информацию о том, что ведь изначально никто не разрешал, но информация сложилась так, что вот все-таки был подписан некий договор, некая документация с Черноморэнерго, якобы люди имеют право, ведь этого ведь на самом деле не было. Нету, ничего этого нету. Я знаю прекрасно, что многие сюда приезжали в свое время, потому что здесь дешевая электроэнергия, и выгодно было в Абхазии эту деятельность развивать. Очень многие обращались, но им было отказано, насколько я знаю, те факты, которые я знаю, им в свое время Черноморэнерго всем отказывалось. Очевидно, теперь нам стало очевидно, что многие люди без разрешения все равно начали это делать. У многих людей в квартирах стоят вот эти, как они называются, даже не знаю, машинки, и как, это же безобразие. Ну, сейчас вот занимаются тем, что ищут, отключают, ну, мы знаем, что происходит, потом они опять подключаются. Это безобразие. Здесь, с нашей точки зрения, этот вопрос постоянно находится под прицельным вниманием руководства страны. Это и президент, и кабинет министров, которые должны этим заниматься непосредственно. Но здесь вот мы, очевидно, все-таки исходим из того, что нужны более жесткие конкретные меры в этом случае. Какие, уже, предположим? Ну, уже если вот люди не понимают, ну, какие крайние меры, надо конфисковывать эти самые машинки. Нужно уже привлекать людей к ответственности. Но это все требует внесения соответствующих поправок в законодательство. Это тоже длительный, непростой процесс. Мы это все прекрасно понимаем. Сейчас главное найти, обесточить, и надо принимать решение, как его конфисковать. Тоже нужно для этого какое-то законное решение. Вот. Это все сложные вещи. Вот сейчас у нас что происходит? Ингургес закрыли на несколько месяцев на ремонт там, туннеля. Да? И мы получаем электроэнергию исключительно только из Российской Федерации. За эту электроэнергию, которая в России стоит больше 3 рублей, мы должны платить. Значит, пострадают многие другие проекты, которые у нас были запланированы. Какие-то строительные работы, какие-то восстановительные работы, потому что придется эти деньги оттуда извлекать, чтобы расплатиться за электроэнергию. Ну, такая вот задача сегодня стоит, что поделать. Если говорить глобально о криптовалюте, все-таки ваше мнение, мы это должны узаконить, это будет польза для государства, но уже, естественно, отталкиваясь от законодательства, когда оно будет приведено в порядок в этом направлении. Не исключено, что эта криптовалюта когда-нибудь вообще мировой валютой станет в свое время, но и это выгодный бизнес, и никто не против того, чтобы наши люди, мы даже иногда вот тоже жалеем, как понимаем, что людей, может, куска хлеба лишаем этим самым, но у нас нет достаточно электроэнергии для того, чтобы этой деятельностью заниматься.
Может быть, когда-нибудь мы найдем какие-то формы там, для того, чтобы извлекать электроэнергию из каких-то природных наших возможностей и ресурсов, тогда, может быть, и реальным станет этот бизнес. Но сегодня у нас нет электроэнергии, у нас сегодня даже какие-то предприятия мы не можем здесь, скажем, предоставить инвесторам возможность для того, чтобы создавать какие-то предприятия, потому что у нас нет необходимой энергии, электроэнергии для этого. Нет газа, нет электричества, нет угля, там, ну, вот дефицит электроэнергии тормозит и инвестирование в серьезные какие-то проекты экономические в Абхазии. Добыча нефти – это угроза национальной безопасности? Вы за или против? Или у вас свое видение? Ну, в целом, я что хочу, нам сейчас нужно все, что будет способствовать благосостоянию нашего общества и государства. Наша единственная цель это развитие. Как сказал Дэн Сяопин, неважно какого цвета кошка, белая или черная, лишь бы она ловила мышей. В данном случае я хочу сказать, что если она есть, это нефть, но нужно еще изучить, какие там есть запасы этой нефти в промышленном плане, насколько это выгодно, все. И если она есть, при соблюдении определенных условий, норм, ее нужно добывать. Мы видели страны Персидского залива, которые в свое время, в 50-х годах, еще были бедными странами, где не было ничего. Сегодня он процветает, и богатейшие страны, и социальные льготы там прекрасные для общества, выгодные. Но единственное, вот то, что сейчас у нас происходит, нужно пересмотреть. Мне кажется, тот договор, который есть, и для нас подходит модель, которая, вот, как я считаю, в Норвегии осуществляется. Там есть социальный фонд, куда поступают доходы от добычи нефти, и это социальный фонд, эти деньги расходуются в интересах общества на социальные проекты. Говоря о безопасности, видя, какую работу проводят сейчас, вы можете сказать о том, что законопроекты, находящиеся в парламенте, такие как закон об организованной преступности, закон 20-я статья о декларировании доходов, все это будет входить или все-таки опять они вот как-то уходят на задний план? Настаивать на том, чтобы ускорили работу над некоторыми законопроектами, которые там уже давно лежат. Закон об организованной преступности больше года лежит там в парламенте. Это все тоже тормозит, это имеет место, конечно. Будучи депутатом, вы поддерживали закон о продаже недвижимости. С тех пор ваше мнение об этом изменилось, и все-таки у нас очень болезненно воспринимается эта тема. Многие факторы влияют на это, но все-таки мы можем уже говорить о продаже недвижимости. В каком формате мы можем говорить? Есть ли какие-то уже подготовленные материалы, которые можно выносить на обсуждение? Вы знаете, я всегда, есть политики, которые открыто формулируют свои мысли. Я всегда открыто говорю то, что я думаю, хотя понимаю, что это может быть не вовремя сказано, не своевременно, но я знаю, что когда-нибудь все равно к этому придут. И так и всегда и получалось, кстати говоря. Я говорил в той ситуации, когда видел, что существуют серые схемы, существует криминальная ситуация вокруг вопросов, связанных с продажей недвижимости. Люди обманывают друг друга, это возникают эти, потом люди незаконно оформляют гражданство, чтобы приобрести недвижимость. Я говорил, что давайте мы лучше разрешим законно продавать недвижимость без предоставления гражданства. Что это, с моей точки зрения, дает? Это даст возможность, что люди, которые будут покупать какие-то здесь квартиры, смогут приезжать сюда, отдыхать, и приезжая сюда, они будут оставлять какие-то деньги, потому что что-то будет покупать. Это в целом ничего угрожающего не видно. Как это осуществлять, как это делать, об этом мы не говорили, мы не дошли еще до этого. Но сегодня появились какие-то разные предложения о том, чтобы продавать там в каких-то определенных районах,
или пентхаусы продавать, или как ну, какие-то различные предложения существуют по этому вопросу. Это надо все обдумывать. Сейчас, ну, если общество не готово к этому, ну, в принципе, каких-то особых личных интересов у меня нет, как это начали распространять, что я же хочу, что мне нечего продавать. Я живу в квартире, и в этом доме, где я живу, который часто тоже называют, что это там какое-то отношение к этому, ничего там я не имею, кроме своей квартиры. Это, во-первых, остальные все квартиры там проданы, мне продавать нечего. Я не поэтому это говорил. Я говорю потому, чтобы нужно избежать вот этих серых схем, которые порождают, опять же, криминальную ситуацию, во-первых, и избежать предоставления гражданства людям для того, чтобы они могли приобрести здесь недвижимость. Тем более, что у нас можно покупать завод, можешь купить фабрику, можешь купить санаторий, можешь купить. Купить можешь дом, квартиру, если оформишь ее на свою фирму. Все это происходит в обход закона. Вот почему я вот говорил и насчет этого, и насчет торговли с Грузией, о том, что то, что запрещено, дает возможность находить лазейки, обходить закон. Если это происходит, то нужно подумать, как узаконить и извлечь для государства пользу из этого. Вот говоря все-таки о лазейках через границу Ингур, большое количество таких переходных пунктов было закрыто, но тем не менее ситуация в какое-то время изменилась, была тишина, и тем не менее люди все равно переходят. Даже когда были открыты еще школы, дети ходили в школу, они не ходили через центральный мост, буквально переступая какую-то речушку, подвергая себя опасности, это хождение продолжалось. Вы вот выступаете за диалог с Грузией. В каком формате? Это тоже очень сильно обсуждается сегодня в обществе. Все это связано с Грузией, очень болезненно воспринимается. Но в каком формате вы это видите? Ну, прошло 30 лет после войны. Мы не можем жить в постоянной вражде. Мы соседние государства, нужно разговаривать, начать диалог с чего-то. Мое предложение не означает, что это уже будет начаться, потому что это двусторонний процесс. И движение должно быть с обеих сторон. Мы пока с грузинской стороны такого и не видим. Может, они никогда и не захотят. Но форматы могут быть различные. Они сегодня существуют, когда на неправительственном уровне встречаются люди, в Женеве встречаются, в Гальском районе по вопросам там, энергетики встречаются. Разные форматы существуют, но есть темы, о которых можно говорить. Вот сейчас, например, я когда это говорил, я имел в виду, что у нас есть вопросы коммуникаций, которые мы могли бы обсуждать тоже с грузинской стороной. Вот пока мы это говорили, вот вопрос железной дороги решили, скажем, Россия через Азербайджан в Армению попадает и в Турцию попадает. Когда этот путь мог проходить через Абхазию, он ближе и всегда был более доступным для этого региона. Это известная тоже геополитическая истина. Тот, кто владеет коммуникациями, тот владеет регионом. И все эти годы мы видели, как Россию отрезают от этих коммуникаций, которые шли с севера на юг, и создавали новые коммуникации, которые шли с востока на запад. То есть Россию отсекли от этого региона. И вот сегодня мы видим результаты. Там уже страна НАТО появилась в этом регионе. Ну, мы надеемся на то, что экономическое сотрудничество между Россией, там, Турцией, Азербайджаном и Арменией как-то, если это будет происходить так, как договорились, оно может оживить экономический процесс во всем Южно-Кавказском регионе. Но здесь выпадает, и Грузия выпадает, и Абхазия выпадает из этого процесса. Поэтому вот и это могло быть темой для разговоров наших с Грузией о том, как пустить железную дорогу через Абхазию. Но если есть такой интерес, это можно посчитать. А я знаю, что в советское время большой грузопоток шел через Абхазию. Если это сегодня будет хотя бы половина того, что шло раньше, это будет миллионы долларов в казну абхазскую попадать. Все это надо разговаривать. Это то, что я сказал, это не значит, что это уже истина в последней инстанции, но это тема для разговора. И главное, что когда я говорю, что с Грузией надо разговаривать, я знаю одно. Это истина, известная всегда и во всем. Если есть конфликт, надо разговаривать или надо воевать. Никто воевать из нас не хочет, это понятное дело. Значит, надо разговаривать, чтобы не произошла новая война. Правильно?
Через границу все-таки продолжают перевозить Ну, в том-то и продукты, дело. сюда завозят, отсюда вывозят. Как урегулировать этот вопрос в нашей реальности? Тоже много раз говорил, что давайте договариваться о том, давайте построим там соответствующие службы, давайте узаконим этот процесс. Потому что все эти годы, все, что идет через границу, грузы и товары, я имею в виду, ничего не попадает в казну государственную. То есть в кошелек народа абхазского попадает в карманы отдельным деятелям, которым выгоден такой режим и который выступает в первую очередь против того, чтобы узаконить этот режим на границе с Грузией. А это происходит даже сейчас, когда ситуация с ковидом, вот это и ужесточение, практически закрыта граница, все равно вы посмотрите товары, посмотрите, какие товары, особенно продовольственные, попадают на наши рынки. Из Грузии попадает, это же совершенно очевидно. Так что здесь единственный путь узаконить эту торговлю. Опять знаю, что кому-то, понимаете, вот меня хочется, чтобы люди тоже задумались, почему выступают некоторые против этого. Почему? Потому что сами, значит, очевидно заинтересованы в том, чтобы это шло мимо казны. Что такое казна? Это, как я сказал, кошелек народный. Я всегда за то, чтобы в этот народный кошелек деньги попадали, а не обходили его. Это происходило и с вот этой продажей жилья, о которой я говорю, что нужно узаконить это дело, чтобы это попадало, деньги попадали народу, а не отдельным людям, которые на этом наживаются. То же самое касается торговли. Говоря о границе Ингур, то там уже понятно, у нас уже картина вырисовывается, контрабанда, которую сложно сейчас в нашей реальности контролировать, но граница с нашим стратегическим партнером сегодня, наверное, тоже можно такую назвать лазейку, когда перевозят наркотики. Это тоже угроза национальной безопасности. Как с этим бороться? Вроде бы есть хорошие результаты, когда задерживают именно тех, кто поставляет крупные партии. У нас были случаи уже. Как дальше действовать? Действовать надо решительно. Ну, я что хочу сказать, постучу по дереву, что в последнее время все-таки ситуация криминогенная не вызывает такого, как это было в прошлом, критики общественной. Но мы видим, что нет таких резонансных преступлений в последнее время, не происходит. Но надо усиливать и усиливать эту работу. И милиция сегодня, она, кстати, вот подготовлен тоже у нас проект реформирования МВД, она нуждается в том, чтобы серьезные поправки в законодательство уголовно-процессуальное были внесены. Об этом всем вот как раз в этих наших проектах говорится, они будут переданы в парламент. Парламент должен будет принять эти законы. У нас самый серьезный настрой на то, чтобы эффективно бороться, как я вам сказал, с преступностью. Если вы помните, в период выборной кампании, тогда еще кандидат в президенты Аслан Георгиевич Бжани, он издал даже свою предвыборную кампанию, основная часть которой сводилась к тому, что нужно серьезно заниматься реформированием правоохранительной системы. Сергей Миронович, ваше отношение к неправительственным организациям на территории Абхазии, они несут угрозу безопасности? Ну, во всяком случае, те люди, которые в неправительственном секторе, наши граждане, они, с моей точки зрения, люди патриотически настроенные, всех, кого я знаю, во всяком случае. И та деятельность, которая ими за эти годы осуществлялась, а это множество всяких встреч, переговоров, я видел результаты этих переговоров, они были опубликованы во многих томах, они всегда отстаивали интересы нашего государства, поэтому я, кроме пользы от их деятельности, я не видел никакого вреда. Какие-то аналогии с тем, что происходит в России, я бы не стал бы
делать, потому что там есть, мы тоже видим разные, некоторые, прямо открыто назвал бы там пятая колонна, которые работают против интересов своего государства. У нас этого не происходит, поэтому я был бы против того, чтобы обобщать вот так вот однозначно. Я думаю, что та деятельность, которую они проводили в свое время, сейчас нет такой активности, как это было раньше при Арзенбе, при Багапше, она была на пользу нашего государства, они всегда отстаивали вопрос нашей независимости, довольно аргументированно, там грамотные люди участвуют в этом процессе. Как известно, Грузия сейчас закупает так называемые беспилотники, и один из таких беспилотников был замечен над Кудурским ущельем. Насколько достоверна эта информация? Ну, есть такая у нас информация, это и раньше происходило, залетали, когда, вы помните, там несколько беспилотников были сбиты в свое время. Вот. Ну и сейчас это тоже происходит, поэтому у нас стоит задача, вот, так же, как вот я сказал, по реформированию правоохранительной системы, у нас наработан целый ряд документов, также у нас Министерство обороны тоже готовы документы и обращения, и переговоры с Россией идут о том, чтобы здесь создать эффективную систему безопасности. Она включает и противодействие этих беспилотников, и вообще предусматривает более эффективную защиту наших границ, соответственно, нашего общества. Иногда вот, складывается такое впечатление, что пока мы занимаемся какими-то внутренними перипетиями, вокруг нас начинается бесшумная такая война, которую вот мы увидели с Карабахом, что в принципе ни техника тяжелая, ни люди в этом плане не нужны. Есть ли какие-то, может быть, позывы такие, что у нас вот, может быть такой формат произойти, что вот не зная, не ведая, бесшумной войны? Ну, я сказал о том, что угрозы не всегда существуют и будут существовать, просто у нас есть надежный союз с Российской Федерацией, который дает нам надежные гарантии. А так, конечно, всегда нужно будет, государство должно всегда быть готово к отражению агрессии. Но еще раз повторяю, нам нужно в первую очередь опасаться наших внутренних угроз. Вот то, что у нас происходит в обществе, вот это вот раскол, отсутствие единства в понимании общей цели, это ослабляет наше общество значительно. Я как-то говорил о том, что мы во время войны победили из-за того, что мы были сплочены. Хотя перед нами были значительно превосходящие силы. Но наше единство было залогом нашей победы. Когда мы едины, мы можем решать самые сложные задачи. Это показала наша вот история. Поэтому наша главная угроза внутри нас. Понимаем, что вот когда мы все вместе, нам проще, нам легче. Не говоря вот о том, что мы сейчас все переживаем о том, что там у нас света нет, у нас воды нет. Это такие вещи, в принципе, о которых, да, люди все хотят комфорт, но мы можем о внутреннем, глобальном говорить, когда мы сами себе становимся врагами. Как с этим справиться? Говорить о том, что должно быть единомыслие, я такого не предполагаю, потому что на самом деле мы живем все-таки в демократическом обществе, где предполагается плюрализм мнений. Но вот должна быть все-таки ответственность политиков за каждое свое слово, потому что очень часто у нас выступают политики так под воздействием эмоций, не очень контролируя, мне кажется, себя. А каждое такое выступление известных политиков, оно сеет в умах многих людей зерна недовольства, которые вот и вырастают потом вот в такое брожение в обществе. Поэтому нужно следить за своими словами. Нужно ответственно относиться к своей роли политика. И понимать, что главная задача наша сейчас,
на этом этапе, когда мы строим молодое государство, не раскачивать его. Еще раз повторяю, должны быть разные мнения, мы должны слушать друг друга. Чем отличается демократия от авторитаризма, скажем? И там есть свои и сильные стороны, и слабые стороны. Если в условиях тоталитарной системы быстрее можно принимать решения, там один человек может быстро реагировать на всякие угрозы, на всякие ситуации, то в демократическом обществе этот процесс дольше происходит, это надо согласовывать. Но в этом есть и защитные механизмы, потому что один человек может ошибиться, а когда обсуждают многие, нужно просто выстроить такую систему, когда политический процесс такой, когда разговаривают между собой. Вот есть разделение властей, у нас оно есть. Но есть ли у нас вот такая система, в которой мы слышим друг друга? Вот я много лет подряд говорил о том, что нам необходимо создать нормальную современную политическую систему. Это весь мир через это прошел. Это система, в которой значение имеют политические партии. Вот покажите вот эту книжку. Видите? Вот тоже мы подготовили сейчас концепцию о том, как проводить выборы. Я вот много лет об этом говорил, и сейчас вот когда на этой должности нахожусь, мы уже приступили, подготовили законопроект о том, как проводить выборы. Вот чтобы создать систему, где политические партии имеют влияние, вот, нужно выборы сделать по смешанной системе хотя бы. У нас сейчас мажоритарная система, а нужно перейти, я-то вообще был за то, чтобы целиком перейти на пропорциональную, когда участвуют политические партии. Тогда люди, которые идут в политику, они будут заинтересованы через партию. Сегодня у нас что происходит? Люди не хотят с партиями вообще быть связаны, потому что он так надеется собрать голоса соседей, родственников и так далее, приходит, и ничем у него нет никаких политических обязательств перед какой-то политической силой, и им легче манипулировать. И он поэтому идет не через партию, потому что ему тоже легче лавировать в этой ситуации. Вот поэтому мы подготовили сейчас систему, ну тоже это все пока проекты, в которой значение будут иметь политические партии, вот этой политической системы. Это все требует времени, это понятно. Но наша сегодня задача у президента Абхазии Бжани Аслана Георгиевича, у органов наших властей политических создать сегодня систему, на которую, опираясь на которую мы сможем в дальнейшем нормально развиваться. Потому что если будет у нас нормальная политическая система, когда в парламент придут политические партии, когда они смогут реально контролировать исполнительную власть, вот тогда мы можем реально бороться и с коррупцией. Сегодня, как я вам сказал, вот приходят, не имея никаких обязательств перед политическими силами, и там депутаты, с которыми можно договариваться. Я не говорю про всех, но наша проблема все эти годы была именно в том, что не было реального политического контроля над исполнительной властью. И это все вызывает такое общее недовольство. Вот здесь, в парламенте, как раз должны сидеть и договариваться не на улицах, не на площадях, а в парламент должны прийти реальные политические силы в процессе выборов, и там в парламенте договариваться между собой, а не на улицах и на площадях. Энное количество лет у нас на слуху вопрос паспортизации Гальского района. На сегодняшний день есть какие-то решения, может быть, выходы решения из сложившейся ситуации? Ну, на сегодняшний день известно, какое решение. Выдается там вид на жительство, который дает все те же права, за исключением голосования и службы в армии. Но на самом деле, с моей точки зрения, не очень справедливо, конечно, мы поступили к тем коренным гражданам Абхазии, которые там живут.
Нельзя так однозначно вот одной гребенкой всех грести. Ну, понятно, что есть проблемы, существующие с тем, что у нас нет с Грузией договора о двойном гражданстве. Многие эти люди имеют грузинское гражданство, и поэтому получать наше гражданство. Здесь есть вопросы, связанные с этим. Но есть много людей, которые хотят быть гражданами нашей страны, которые хотят активно участвовать в жизни нашего государства. Я думаю, здесь нам нужно пойти навстречу таким людям. И, пользуясь возможностью, наверное, хочу задать такой вопрос. Возможно, у вас есть какая-то информация. Буквально недавно у нас произошли лесные пожары. На территории Российской Федерации были задержаны 5 человек, которые признались в том, что они целенаправленно поджигали леса. Возможно ли и у нас такой расклад событий, что это была некая диверсия? Ведется ли какое-то расследование в этом направлении? Да, разбирались с этим делом. Нельзя сказать, что это была какая-то такая целенаправленная диверсия. Это происходит у нас часто. Погоды были соответствующие. Давно не было дождя, засушливо было. Горела в основном сухая трава. Вот, в труднодоступных местах, если бы поджигали бы в другом месте, очевидно это. Но в целом наши службы всегда готовы к таким катаклизмам, я имею в виду МЧС, ну, и они, в общем-то, справились, несмотря на ту критику, которая там звучала, говорили о том, что вот ждут дождя. Везде так происходит. По всему мире, в развитых странах, когда леса горят, тоже ждут, чтобы дождь пошел. Что здесь плохого? Но они делали тоже все, что могли. Они ограничили возможности для того, чтобы пожар коснулся жилых зданий и так далее. Ну, с этим приходится, во всем мире это происходит. Горят, да, леса горят, бывает такое. В нашем проекте Амча уже сложилась некая традиция. Каждого гостя мы спрашиваем о дальнейших планах. Есть ли у вас какие-то определенные планы на год вперед, для того, чтобы, если мы вернемся к вам через год, чтобы могли обсудить данный вопрос? Вот я вам показал небольшую часть тех документов, которые мы готовим. Еще раз говорю, это, конечно, не видно обществу, потому что это пока на стадии проработки материалов. Но для того, чтобы грамотно осуществить какие-то действия, нужна соответствующая подготовленная законодательная база. Вот мы занимаемся этими вопросами, как я вам сказал. Вернемся через год, как вы сказали, посмотрим, как оно будет осуществляться. Конечно, мы могли бы быстрее и эффективнее работать, если бы не то, что происходит сейчас во всем мире, в том числе и в Абхазии. Это вот эта пандемия, это экономический кризис, связанный с этим. Но это нас коснулось, конечно, очень болезненно. Энергетический кризис, который, вот, как я вам сказал, тоже очень больших средств сейчас будет требовать от нас. Мы откажемся от многих социальных проектов, будем вынуждены направить туда деньги. Так же, как мы вынуждены направлять средства на борьбу с пандемией. Тут я слышу много критики в плане того, что вот мы плохо справляемся, власть с этой пандемией. Но если взять в процентном отношении, сколько у нас людей заболевших, сколько, к сожалению, умерших людей, у нас не хуже картина, чем в других странах, во многом даже и лучше. Ну, исходя из наших возможностей, вы видели, сколько койко-мест подготовлено, сколько оказала Российская Федерация свою помощь, это тоже обращение было властей туда. Но у нас нет столько специалистов именно в этой области, вирусологов, там, которые могли вот эффективно справляться со всем этим делом. Понятно, все врачи мобилизованы, но не все врачи специалисты именно в этой области являются, понимаете? Поэтому это и происходит. Но с тех возможностей, которые у нас существуют, я думаю, что можно сказать, что врачи делают и власть то, что могут сделать в этой ситуации максимально. Сергей Миронович, спасибо большое за интервью. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем, чтобы вы достигли поставленной цели. На это надеемся.